Присоединится ли Таджикистан к санкциям Запада против России? Рахмон вылетел в Китай на вновь приобретенном самолете. Его полет обойдется в бюджету в $200 000. Камчибеку Ташиеву присвоен титул «Герой Кыргызстана» за возвращение земель. Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к западным санкциям против России. Об этом заявил во вторник замглавы МИД Российской Федерации Михаил Галузин на 3-й Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии, тем не менее, не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам, сказал замминистра. По словам Галузина, Россия никому не диктует, каким внешним и внутриполитическим курсом следует двигаться, когда это не идет вразрез взаимными обязательствами, в том числе по АДКБ, ЕАЭС и СНГ. Мы уверены, что в центральноазиатских столицах это хорошо видят и понимают. Искусственное разрушение связи с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций, добавил он. Однако некоторые эксперты считают, что не все страны Центральной Азии решатся присоединиться к санкциям против России. Такую роскошь могут себе позволить только Казахстан и Узбекистан. За последние годы Казахстан и Узбекистан значительно снизили свою экономическую и политическую зависимость от России и могут позволить себе присоединиться к санкциям Запада. Потому что экономическое сотрудничество этих двух стран с Западом стремительно нарастает, и западные санкции могут нанести серьезный ущерб, если они будут введены, который Россия не сможет компенсировать. А экономика Таджикистана и Кыргызстана сильно зависима от России, и у России достаточно экономических и даже политических рычагов воздействия на эти две небольшие страны. Вот только то, что официальные данные говорят о том, что более 30%, а практически это более половины объема внутреннего валового продукта Таджикистана формируется за счет денег иммигрантов, которые в основном трудятся в России, вынудит власти Таджикистана в решении следовать или не следовать западным санкциям выбрать, конечно же, второе. Россия неоднократно показывала, что может в кратчайшие сроки поставить на колени экономику Таджикистана или Кыргызстана, оказывая давление на мигрантов или вводя какие-то санкции. Кроме того, у России есть много политических рычагов воздействия на эти страны. Например, более 70% высокопоставленных офицеров в армии и других силовых структурах получили образование в России. Они даже курс повышения квалификации проходят в России. И большинство из них имеют гражданство этой страны, даже включая нескольких министров. Другими словами, управление армиями этих двух стран находится в руках России. Стало известно, что Эмомали Рахмон, президент Таджикистана и самопровозглашенный лидер нации, вылетел в Китай на комфортабельном президентском самолете, купленном недавно для него у мексиканского правительства. По оценкам специалистов, стоимость поездки Рахмона в Китай на этом самолете составит не менее $200 000 США. На эти деньги в Таджикистане можно построить небольшую школу или больницу. На видео, обнародованном пресс-службой президента, Рахмон прощается с провожающей его свитой, в которую входит председатель Маджлиса Милли, его сын Рустами Эмомали, глава исполнительного аппарата президента, его дочь Озада Рахмон, премьер-министр Таджикистана, его кум Кохир Расылзода и министры внутренних дел и обороны Рамзан Рахимзода и Ширали Мирзо, и поднимается на борт самолетом стоимостью в $92 миллиона. Сегодня, 16 мая, Эмомали Рахмон отправился с государственным визитом в Китай. Планируется, что он примет участие во встрече глав государств Центральной Азии с Си Цзиньпинем под названием «Китай плюс Центральная Азия» и пробудет там 4 дня. В любом случае, останется ли самолет в Китае на 4 дня или вернется и снова отправится за фюрером в Китай, стоимость этой поездки составит более $200 000 США.
Как сказано в сообщении пресс-службы президента, его в этом визите сопровождает министр иностранных дел, помощник президента по внешним связям, министр экономического развития и торговли, транспорта, промышленности и новых технологий, руководители комитетов национальной безопасности, телевидения и радио, президент Национальной академии наук. Если бы эти 10-15 человек летели по обычному маршруту, их путевые расходы составили бы менее 10 тысяч долларов, то есть в 20 раз меньше потраченного сейчас. В результате в бюджет страны было сэкономлено 190 тысяч долларов. Правительство годами не может найти денег на восстановление сгоревших домов жителей Сфаринского и Бабачунгафуровского районов в приграничном конфликте с Кыргызстаном, сотен разрушенных школ и больниц и так далее, но находят 92 миллиона долларов на покупку самолета и переводят данную сумму в Мексику за несколько часов. Заботливый и патриотичный лидер нации покупает самолет за 100 миллионов долларов ради 2-3 поездок в год и тратит не менее 30 тысяч долларов в месяц на его обслуживание и по 200 тысяч долларов за каждый полет. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что присвоил звание Героя Кыргызской Республики главе ККНБ Камчибеку Ташиеву за возвращение кыргызских земель в соглашении с Узбекистаном. Об этом он сказал 12 мая на встрече с кандидатом в депутаты по Ленинскому одномандатному избирательному округу, передает klub.kg. По его словам, делегация во главе с Ташиевым в течение 1,5 лет выезжала в Ташкент, и усилиями главы ГКНБ удалось вернуть участок Гавасай площадью 19 гектаров, который во время СССР передали Узбекской ССР. Участок Гавасай находится на территории села Кокташ в Алу-Букинском районе Джалал-Абадской области и используется как пастбище. Эти земли вернули с большим трудом. Да, были споры, конфликты, стороны даже разбрасывались папками и уходили с мата. Поэтому я присвоил звание героя, так как его вклад остался в истории. Многие при этом написали, что президент присвоил звание своему другу, но хочу отметить, что история даст свою оценку, отметил Жапаров.